Дорогие друзья, мы находимся в городе Малгобек. Мы на канале запускаем рубрику «Наши таланты». Здесь наш брат, его зовут Бекхан. Он собрал трактор, я потом покажу его в рабочем состоянии. Сейчас в данный момент он занимается тем, что хочет сделать передок ведущий. Сейчас я познакомлю вас с автором. Дополнительно будут сюжеты, где все это будет показываться. Ассаламу алейкум, Бекхан. Сперва скажите, пожалуйста, откуда пришла идея, сама идея создать свой трактор? Идея пришла еще, когда увидел такие самодельные трактора, которые ребята делают. Оттуда и пришла идея. Потом просмотрел в интернете, там тоже подобные трактора собираются, делаются. И с этого пришла такая идея собрать свой личный трактор Бизон. Вы раньше кем работали? Я, в принципе, всю жизнь работал руководителем предприятия. МТС Ингушская называлась она. У вас инженерное образование, извиняюсь, что перебил? У меня образования много, у меня практически 5 дипломов. Поэтому разностороннее у меня образование. Есть строительное образование, есть радиотехническое, есть мастер-виноградарь, радиотелемеханик и так далее. Ну, теперь подробнее про этот трактор, пожалуйста. Вот этот трактор собран на раме трактора Т-150. Вот. Передняя балка сначала была у меня только балка КамАЗовская, ведущий был только один мост. Теперь, когда во время глубокой вспашки на глубину 30-35 сантиметров, трактор, в принципе, задние колеса запахивали в землю. Мощности хватает для трактора, а трактор запахивал. Поэтому пришлось мне переделывать его, делать передний мост ведущий. Теперь я поставил мост ведущий, подбирая к нему самодельную раздатку. Из расчета того, чтобы было совпадение переднего ведущего моста и заднего, передать числа, чтобы совпадались. Исходя из этого, я сейчас собираю раздатку с передачей числом 1,2. Теперь нормально будет пахать еще больше. А двигатель, от чего вы использовали этот трактор? Двигатель здесь используется ЯМЗ 238, 8-цилиндровый двигатель, мазовский двигатель так называемый. 8-цилиндровый обычно стоят на кразах, на К-700 стоят такие двигателя. Мощности хватает, даже сверх того, что нужно для этого трактора. Мы привыкли брать по КПД, так скажем. Сколько гектаров земли может спахать этот трактор за один рабочий день? В принципе, за световой рабочий сельскохозяйственный такой день этот трактор может спахать более 25 гектаров земли. Причем тут расход солярки будет меньше, чем на спашке трактором Беларусь. Вот такая система тут. А вот эту кабину трактора вы готовы брали или вы это сами сделали? Кабина сделана, тоже сам сделал, полностью кабину собрал, капот, все остальное собрано лично мною. Для удобства замены стекол в случае поломки стекла я их подобрал от трактора МТЗ Беларусь, чтобы взаимозаменяемость была удобная, чтобы по заказу такие стекла не заказывать. И вообще трактор он сделан для того, чтобы легко было его починить. А шасси трактора от чего используется? Переднее шасси, заднее? Заднее шасси, задний мост идет от трактора Т-150. Передний мост идет от экскаватора на пневмовом ходу. О-999, так называемый экскаватор. Раздатку я показываю в сюжете, раздатка, которую вы сейчас переделываете, это только потому, что готовый, ничего подобного нет, поэтому вам приходится самому собирать, подбирать детали, да? Чтобы совпадалось передать число заднего и переднего моста во время движения, чтобы не было недобуксовки или перебуксовки, поэтому приходится подбирать передачные числа. Поэтому там раздатка подобрана с передачей числом 1,2, что совпадает с задним и передним мостом. Мы вот сейчас в сюжете покажем, как он работал на поле. Скажите, какие отзывы были со стороны механика? Как сказать, пахать удобно, скорость высокая, оборачиваемость пласта высокая, за счет высокой оборачиваемости пласта ком земли разбивается более лучше, земля более ровно становится, без этих каналов, или как их называется.
За счет шасси, вот я смотрю, у него широкие покрышки, естественно, он будет меньше давить на почву, или я неправильно понял? Давление на почту, естественно, конечно, гораздо меньше, чем на тракте, допустим, возьмем Беларусь, тот же самый Беларусь. Давление практически меньше. Даже если по посеянному полю пшеницы проехать на этом тракторе и на тракторе Беларусь, от Беларуси останутся более глубокие следы, и там больше половины пшеницы не встанет. А после этого трактора пшеница обратно встает и нормально дальше. А какая грузоподъемность тележки может перетащить этот трактор? Так, специально я не измерял, но 25-30 тонн спокойно за собой потащит. Половину вагона. Без проблем. Ну и один, конечно, вопрос, наверное, и неуместный, но все же. Примерно какая скорость на трассе без груза у этого трактора может возить без тележки? Мы так примерно замеряли до 45 км в час. Один моточас, сколько расход дизельного топлива? По моточасам я не замерял, не знаю, но на гектар у нас примерно проходило 18-17 литров солярки. Это во время максимально, пахоты? Во время пахоты. Если не очень глубокую спашку брать, как у нас обычно пашут, то у нас 11-13 литров на гектар уходит. Система гидравлики от чего используется на этом тракторе? На обычной гидравлике ставится гидроусилитель руля. Это привод НШ-32 идет, от него идет на гидроусилитель руля, от руля идет на цилиндры рулевого управления, и руль крутится пальцем. Система торможения? Воздушная. Воздушная. От чего используется или самодельно? Нет, так они стоят воздушные камеры на обоих мостах, оттуда идет через ресивер, воздух поступает на камеры, при нажатии, естественно, тормозит. А здесь есть такое приспособление, если в случае мы будем подцеплять тележку, чтобы можно было и тележку тормозить? Такое приспособление вы предусмотрели на тракторе? В данном случае воздушное приспособление не предусмотрено. Ну, практически делать буквально полдня работы можно сделать. То есть можно сделать, да? Ну, шланг отвести от ресивера, и никаких проблем, все. Все, Баркал. Если вам понравилось видео и хотите, чтобы его увидело больше людей, подпишитесь на наш канал, ставьте лайк и напишите комментарий.